Приветствую вас, мои дорогие зрители. Задумывались ли вы о том, откуда происходят простые знакомые слова? Например, слово «русский» и родственное ему «Русь». Мы так часто слышим эти слова, но как они появились? Не так давно я сам задался этим вопросом. Чтобы решить его, я открыл поисковик и стал искать ответы. Любопытство привело меня на известный всем сайт – Википедия. Интернет полон информации, но обилие доступных знаний иногда вызывает еще больше вопросов. В статье о происхождении слова «Русь» на Википедии описаны 3 основные версии. Из них лишь одна мне показалась наиболее точной и интересной. Но давайте сначала рассмотрим их все. Первая версия – скандинавская гипотеза. Как известно, древняя история Руси – вечная тема споров сторонников и противников нормандской теории. Также ее называют скандинавской. Норманы и есть предки жителей современных скандинавских стран. Сторонники того, что формирование Руси было невозможным без норманнов, внесли свой вклад и в вопрос, откуда пошло ее название. По этой версии корень «рус» и само название «Русь», от которых пошел и этноним «русский», это наследие скандинавов. Сторонники теории утверждают, что слово «Русь» сходно с названием различных финно-угорских племен, населявших северо-восток Европы. По мнению ученых, корень «рус» может переводиться как «гребец», то есть русские, те, которые хорошо гребут, управляют судном. Во времена активных контактов норманнов и славян это название прижилось, тем более что сторонники этой теории отводят норманнам роль настоящих основателей российской государственности. Без князя Рюрика, которого якобы призвали на княжение, не было бы России, а без его предков русские бы не назывались русскими, так считают норманисты. В наше время скандинавская гипотеза господствует в науке. Сторонники нормандской теории многочисленны. Нельзя сказать, чтобы эта версия была идеальной и к ней не было вопросов. Возможно, поэтому с ней конкурируют еще 2. Вторая версия – славянская гипотеза. Сторонники этой гипотезы утверждают, что названия, аналогичные слову «Русь», имели не только финно-угорские племена. Например, славянское племя Серебь назывались похоже, но имена им дали не скандинавы. Таким образом, это название совсем не обязательно пошло от норманнов и их тесного контакта с финно-уграми, населявшими современную территорию России. Вполне возможно, что название «Русь» изначально славянское. Оно пошло от корня «рус», означавшего в древнеславянском языке «красный цвет». Однако и эта теория имеет свои недостатки, отчего активно критикуется рядом ученых. Данные наук о языке все чаще говорят о том, что такое происхождение слова «Русь» маловероятно. Скорее всего, оно было заимствовано. Следующая теория объясняет еще один возможный вариант того, откуда именно было взято это слово. Третья версия – северо-иранская гипотеза, или как ее еще называют, скифо-сарматская. Мы вплотную подошли к самой интересной, на мой взгляд, гипотезе. Она говорит о том, что слова «Русь» и «русские» намного древнее, чем кажутся. Появились они благодаря тому, что славянские племена, будущие русские, жили по соседству с древними роксоланами. Кто такие роксоланы? Это иранское сармато-аланское племя. В настоящее время их прямые потомки – осетины. В современном осетинском языке есть слово «рухс», в дегорском варианте «рохс», что означает «светлый». Это слово досталось осетинам от их далеких предков, близкородственных скифо-сарматских племен. Предки осетин, роксоланы, дали аналогичное имя светловолосому племени, жившему рядом с ними. Этим племенем и были те, кого мы сейчас называем русскими. Кстати, этноним Роксолан имеет аналогичное происхождение и переводится с современного осетинского как Рохс-Алан, то есть Светлый Алан. Роксоланы кочевали по Северному Причерноморью и в Дунайском регионе со II века до нашей эры по первую половину первого тысячелетия нашей эры.
Они были кочевым племенем, северными иранцами по своей генетике и настоящими воинами по характеру. У них было мощное вооружение, они участвовали в войнах, вели кочевую свободную жизнь. Разумеется, они не только сражались с соседними племенами, с некоторыми у них складывалось мирное общение. В это же самое время в Придунайском регионе и около него формировался новый этнос, представителей которого впоследствии стали называть русскими. Но тогда это была группа родственных племен, еще не ставшая единым народом. Это были люди со светлыми русыми волосами и бледной кожей. Именно поэтому соседи Роксоланы стали называть их русскими, то есть светлыми. А территорию, где расселялись древние славяне, назвали Русью, страной светлых людей. Кстати, слово «русый» в русском языке, как вы уже, наверное, успели догадаться, также имеет скифо-сарматское происхождение. Впервые связь между Роксоланами, русскими и их названием была отмечена еще в XVI веке. В основном этим занимались зарубежные исследователи. Тот факт, что Русь и Северное Причерноморье находятся совсем рядом, уже заставлял тогдашние пытливые умы искать связи между соседними народами. Ведь соседи, особенно живущие мирно, обязательно оказывают друг на друга влияние, обмениваясь элементами культуры. И такая связь была найдена. Сторонники иранской теории считают, что слово «Русь» действительно пошло от племени Роксолан. Славяне, жившие недалеко от Причерноморья, просто приняли данное им название русских. Постепенно оно стало распространяться все шире. Если изначально русами назвали конкретное племя славян антов, то со временем русскими стала немалая часть славян. Шла эпоха великого переселения народов. Славянские племена активно расселялись по Европе, уходили на север, на запад. Кроме того, активно росла их численность. Постепенно они стали оформляться в единый народ. Но название «русские» все еще оставалось в их среде общепринятым. В IX веке сложилось государство Древняя Русь. Нетрудно догадаться, почему оно было названо именно так. Это было давно привычное и понятное всем самоназвание. Хотя племя Роксолан уже не кочевало по степям, сменившись своими потомками и породив новый народ, их название, данное русскими, сохранилось в веках. Разумеется, у североиранской гипотезы тоже находятся свои критики. В первую очередь она обращает на себя негативное внимание сторонников скандинавской теории, поскольку господство норманнов было неоспоримым долгие десятилетия. Остальные теории подвергаются жесткой критике. Тем не менее, они тоже имеют право на существование. Поставить в этих спорах точку, возможно, суждено лишь ученым последующих поколений. Наука не стоит на месте, но кто знает, какова правда. Все, что мы можем сейчас, интересоваться всеми доступными знаниями и учиться мыслить критически. В дискуссиях рождается истина, поэтому все эти теории активно обсуждаются и по сей день. Всем спасибо за просмотр, а с вами был я, Алан Айларти. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк этому видео.